Следующий столб. Аль-иману бир-русуль. Вера в посланников. Русуль, единственное число расуль. Мы верим, внимательно, что посланники являются рабами Аллаха, которым нельзя поклоняться. Рабами Аллаха, которым нельзя поклоняться. И его посланцами, которых нельзя подозревать во лжи. Вот это вот середина, объединение двух вещей. Мы верим, что они посланцы от Аллаха, которых нельзя подозревать во лжи, и верим в то же время, что они рабы Аллаха, которым нельзя поклоняться. Мы верим, что посланцы – люди. Они являются, посланники Аллаха, они являются людьми. Башар. То есть не обладают, значит, никакими божественными качествами, никакими особенностями, присущими Господу. Это очень важно, это следующий пункт. Не обладают никакими особенностями, присущими Богу, Господу. Дальше. Посланники никогда не лгали. Это очень важно. Никогда не лгут. Никогда не лгали. Аллах Субхану ва Тааля отправлял их человечеству, давая им откровение, аль-вахи. Поддерживал их Аллах Субхану ва Тааля знамениями. Некоторые называют их чудесами, да, аль-муджиза. Более правильно говорить знамения, аль-аят. Аль-аят валь-барахин. Аллах поддерживал их знамениями. Посланники, внимательно, все посланники, они выполнили доверенную им миссию. Аддуль амана это называется. То есть этот амана, это доверенное, они выполнили. Нет такого, который не выполнил амана, эту миссию, доверенную ему. Аддуль амана. Насаху аль-умма. Они проявили искренность, второе, к общинам. Проявили искренность к общинам. Полностью доброжелательность, искренность, чтобы их спасти. Они донесли истину. Донесли истину до людей. И они показали подлинное усердие, подлинный джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Так что, последнее, то, что мы говорили. Аддуль амана. Выполнили доверенное. Дальше. Проявили искренность к общинам. Дальше. Передали то, что на них было возложено из истины. Четвертое. Совершали истинный джихад, истинное подлинное усердие на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше, как во всех предыдущих пунктах, во втором, в третьем, мы верим в посланников и пророков в общем, во всех. И верим в частности в имена, описания, сведения о них, в дарованные им знамения, о которых сообщается в Коране. В Коране сообщается об именах некоторых из них, в Коране и Сунне, да, мы верим в это. Дальше описание их, в Коране и Сунне, верим в это. Дальше. Дальше во что? Имена, описание. Дальше что? Действие. Действие. Что значит действие? Знамение. Знамение, которое Аллах Субхану Тааля даровал им, посланникам, и сведения о них, которые есть. Хорошо? Что Аллах Субхану Тааля рассказывает, или Пророк сам рассказывает об истории этих посланников. Так, имена, дальше. Описание, качество их, потом что? Сведения о них, и последнее знамение, которое даровал Аллах Субхану Тааля. Мы в это верим, о чем сообщил. Дальше мы верим, что первым из пророков является кто? Адам алейхиссалам. Первый из пророков Адам, а первый из посланников это Нух алейхиссалам, а последний из пророков и посланников это Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Если кто-то заявляет о наличии пророков или посланников после Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, претендует на пророчество, претендует, что он получает откровение с небес, что ему не сходят вести с небес, и установление приказы с небес от Аллаха Субхану ва Тааля, претендует тем самым на то, что он пророк, он является лжецом, и он является неверующим, он является кафиром. Все вероуставы, шариаты предшествующие упразднены шариатом Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Это тоже входит в веру в посланников. И они не одинаковы по своему достоинству, по своему положению. Посланники не одинаковые. Из них выделяются из всех. Во-первых, посланники, они что?
занимают более высокое положение, чем пророки. Каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником. Из посланников самое высокое положение занимают улюль азм, да, 5 обладателей твердой решимости. Это Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, дальше Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам и Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Это вера в посланника.